Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Оставаться непобежденным. Хамзат Чимаев в очередной раз одержал громкую и сенсационную победу. Подробности в нашем выпуске. Мир безграничной детской радости. Хотим, чтобы наша молодежь физически развивалась. То есть идея была поддержать и спорт, и искусство. Столичный дельфинарий представил новое шоу для маленьких зрителей. Время возможностей. Я считаю, что студенту нужно заранее обдумывать, куда он хочет трудоустроиться в будущем. И данная ярмарка профессий очень полезна. В Грозном прошла ярмарка вакансий для молодежи. В Абу-Даби в рамках номерного турнира UFC 308 состоялся поединок Хамзата Чимаева против австралийца Роберта Уитакера. Итогом боя стала победа россиянина удушающим приемом в первом раунде. Репортаж Турпал-Али Тайсумова. Хамзат Чимаев успешно выступает в ММА в среднем весе и в Абу-Даби подтвердил это. Однако перед самым боем в рамках турнира UFC 308 с бойцом встретился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который вместе с членами семьи и соратниками присутствовал там лично, давая советы и морально заряжая на успех. А еще политик дал последние указания Хамзату перед самым его выходом в октагон против австралийца Роберта Уитакера. Этихад-арена была переполнена. Зрители поддерживали обоих участников. Но больше всего было слышно фанатов Хамзата Чимаева. Сектор во главе с Рамзаном Кадыровым не переставал скандировать его имя на протяжении всей встречи с соперником. Чтобы завоевать победу, Хамзату Чимаеву потребовалось всего лишь 3 минуты первого раунда. Закономерный результат – итог такого яркого противостояния.
Thank you very much for everything. Chef Abu Dhabi House, Dalal Ashwal, der Rest Ballon, Al-Fatil, Allahu Akbar. If there's a guy that I'll give the mic back, it's Hamza Chimaev. Ladies and gentlemen, give it up for Hamza. После успеха в октагоне его поздравили президент Федерации бокса Чеченской Республики Эли и начальник отдела службы безопасности главы региона Адам Кадыровы. Этот триумф, по словам руководителя субъекта, большой подарок всему российскому народу. Он лично пообщался с бойцом в присутствии всей национальной делегации в Абу-Даби. هذا زكون عندي خير إيدك وعندي يشتغل الحمد لله شداس ديري إنك داخل عندي خير إيدك وشايع قديم تا لا ضغط دويل شو هذا الشيء بواصل بتسوي ما قوم دروقه هذا مش هذا غريب ضغط هذا مش شيء بواصل شو يقوى شو ده هو فما شيء قوي تعبيش نبات بلاش بس شو بعد يبغى شو بعد قام بينا أنا هو حباب بالبوضوع هذا آخر هو В основном карде турнира блестяще выступил и представитель спортивного клуба «Ахмат», боец UFC Магомед Анкалаев. Его встреча против Александра Ракича закончилась победой единогласным решением судей. Рамзан Кадыров поздравил обоих наших триумфаторов за пополнение национальной копилки победами мирового уровня. Турпа Лолита Исумов и Магомед Тутаков при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В ходе своего визита в Абу-Даби Рамзан Кадыров встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заед аль-Нахаяном. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале. Политики поговорили о недавнем официальном визите уважаемого шейха в Москву и о встрече с Владимиром Путиным. Обсудили развивающиеся отношения между двумя странами, а также достигнутые успехи. Сегодня под руководством председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Даудова состоялось заседание правительства, на котором обсудили основные подходы к формированию бюджета на 2025-2027 годы. Были детально рассмотрены ключевые направления бюджетной политики с особым акцентом на социально-экономическую сферу и инфраструктурные проекты. Валентина Гусевская подробнее. На повестке дня заседания правительства Чеченской Республики было 14 ключевых пунктов. В первую очередь министр финансов региона Султан Тагаев вынес на рассмотрение проект закона о республиканском бюджете с 2025 по 2027 годы. В ходе доклада чиновник поделился данными о прогнозируемом доходе и его распределении. Прогнозируем с учетом указанных доходов объем налоговых и неналоговых доходов республики, республиканского бюджета в соответствии с проектом закона составляет в 2025 году 26 миллиардов 311 миллионов рублей, в 2026 27 миллиардов 786 миллионов рублей, 203 тысячи. На 2027 год составляет 31 миллион 10 миллионов 293 тысячи рублей. Председатель правительства Магомед Даудов рассказал о проделанных результатах работы всех ведомств за текущий год. 2025 поручение дефицит и мелодион стих и казгерч в хушада 2024 года доксуна мосо министерство далек الوال احمد عجي كمان دي ميل شودي انا قاحيه غيغشدو صدلوبن غاديو يكنا ونقش وقت انا غاديو دايه كيت عجي مولي استاديو ازنا قاحيه غتسدي نسرنا ويا رسخوش حلول شويه доходная часть дона, шун агедря налоговая ша круглосуточно бухаться байтаха или шун шайнаха каждое министерство, мелк министерство хаякча обязательный расход делать долхума, у виш цанни кипера у бюджет яха ахш датсой, и шун масана куш дона.
هتيدي أنا ويبوخ بربعن دولش ويقيح قاعية بربعن دولش можно сказать за последние сам прибыль таха вой дефицит ваш قاعية на 3 миллиарда дефицит покрытый накой. Была затронута серьезная тема развития региона в рамках 5 так называемых прорывных проектов, которые находятся на особом контроле. В них входят кластер строительных материалов и агропромышленного комплекса, 2 особые экономические зоны Ведучий и Грозный, а также строительство нового аэропорта. Благодаря им идет поступление налогов в региональный бюджет и создаются рабочие места. Кроме того, на заседании были предложены изменения в сферах сельского хозяйства, промышленности, земельно-имущественных отношений и социального обеспечения граждан. Был внесен на рассмотрение проект закона о бюджете территориального фонда ОМС с 2025 по 2027 годы. Объем дохода бюджета Чеченской Республики на 2025 год запланирован в сумме 30 миллиардов 757 миллионов рублей. Прирост составит 4 миллиарда 708 миллионов рублей, или на 18,1% больше показателей оценки 2024 года. После рассмотрения каждого пункта повестки чиновникам предлагалось задавать вопросы о законопроектах и вносить свои предложения. В ходе заседания правительства были обсуждены важные вопросы в различных аспектах жизни Чеченской Республики. Все инициативы получили поддержку, и ожидается, что их реализация принесет ощутимую пользу жителям региона. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Героями не рождаются, их память будет жить вечно. Наш сюжет о бойце, который погиб, выполняя свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Моя коллега встретилась с семьей погибшего. Для Равзан Цагараевой этот маленький сад во дворе останется навсегда светлой памятью о своем сыне Магомеде, который посадил и вырастил его с юных лет. Мать с большим трепетом вспоминает детские годы нашего героя. زين حصدوا الشوار مصهم بال بالشوار من الحالات قوتر تنقروهم حتى لا أسلق دقيق هيتو منو تولي شيء أردولهم من سمبي درب محمد قشتونا. В этом году Магомеду Цагараеву исполнилось по 40 лет. Его жизнь оборвалась в 37, когда он выполнял свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, где он проявил выдающуюся храбрость в боевых действиях. جن اتحاج الخلان اتداخلنا يتعنوتنا وانيس ولي داخل خن يعاج وجل سيعا يق خلقن حلها يرتن حلها والوين حلاوها تعنيت لا والله ليش جتنا وحبل احمد حاجي نيت حبل رمزاني نا وستولش صندوقو بيش ورق كي بولش تنجين حاشتوش سيوقي وقت خوش اتبلخن نا وستي خل شاش ريزي بولش خوش خلان. В раннем возрасте остался без отца и осознал всю ответственность, лежащую на нем, и стал на благородный путь защиты родного края и народа в самые сложные времена в регионе. Последние годы служил вместе с братьями в подразделении СОБР. اتخينا دين شي بوق بيش خز شي غزانا وقلوة يعرج دالي الغيطة شي مقول. Жил вместе с семьей в Ахматюрте. У него остались 4 детей. Магомед всегда был опорой для своих близких. شيء دوزا نايش وشينا خلات عش يرتنا ديكنا وسطور محمد يرتاح يبدأ مستقبل جبه كان شينا شيء أتصل شاجمي وش وحتى محمد بوش قدام تغير شيء
Gerst akkurat ودينا ندعي شو تبيتون هي عادة تندوش يبيل ور ألتعش نا تنوت إرش تنديكل تكون ريت ومهتج يوين وتي تكون دقنا شو خاود شين دروك شعنا هاجر واش برشين جلات جو كتينكم موق إغلان وطلع ألش حقيقة ما تنديس يجدا ترخ رمضان بايش ديك ديالوش بعض دقائق شغال ما يوشيش دات أي معني يوهاش مدني يوهاش ديريس اللي تاك مسألة. Отважный боец, преданный друг, хороший семьянин, человек с добрым сердцем и большой трудоголик. Никакие невзгоды не могли сломить его дух. Все трудности переживал с улыбкой на лице. За свою трудовую деятельность Сагараев не раз был награжден государственными наградами. Его заслуги отмечались на самом высоком уровне. Как и тысячи благородных сынов нашего государства, Магомед внес свой посильный вклад во имя мирного и спокойного будущего. Потеря каждого героя всегда будет невосполнимой утратой для всей отчизны. Глава региона Рамзан Кадыров уделяет пристальное внимание семьям погибших и участников специальной военной операции. На регулярной основе им оказывается финансовая и материальная помощь, а также предоставляются все необходимые социальные льготы. Лейла Муртазова, Моусур Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. Бойцы из Кучеловского района посмертно удостоены звания Герой Чеченской Республики ОНАХ за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения воинского долга в зоне СВО. Указ о награждении подписал руководитель субъекта Рамзан Кадыров. По его поручению глава района Асламбек Ирасханов передал награды родственникам военнослужащих, после чего выразил искреннюю благодарность за воспитание достойных сынов для Отечества. هذا دوق صوت وارشيل قوم حلقة اشتكوتا خيل وي أنت داني خلوة قيوش بول أنت إذا ويلجن دال جيش دو آليش يوش تعنا أرق مل لغوك دوز ليلوش خيل مش لوش ده دقي مش لوش ده ده كمان سيلا وش خيل ده إيش ندقهم دو أدوي الحمد لله Делегация во главе заместителя министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саид Магомедом Башировым встретилась со студентами университета имени Владимира Даля. Представители министерства прочитали лекции о противодействии терроризму и ответили на вопросы молодежи Луганска. Кроме этого, делегаты ознакомились с ходом подготовки бойцов спецназа «Ахмат», а также передали гуманитарную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. На радость всем маленьким и взрослым в столичном дельфинарии представили новое яркое шоу-программу, в ходе которой млекопитающие продемонстрировали навыки акробатического мастерства и сноровки. Артисты приглашают дорогого зрителя в незабываемый мир морских зрелищ и чудес. Медина Мударова о впечатлениях и эмоциях. Захватывающие прыжки в высоту, синхронное плавание, катание тренеров. Уникальные способности дельфинов вызывают восторг у маленьких зрителей. Пока дельфины отдыхают перед следующим номером, сцену занимает фаер-шоу, за которым следует завораживающее представление самураев. Сложные трюки, отличная постановка и музыкальное сопровождение каждого номера делают дельфинарий в Грозном настоящим центром зрелищ. Это премьера нового шоу. Это шоу было подготовлено нами буквально за 1 месяц, но идея возникла спонтанно. То есть мы хотели этим шоу, как вы видели, элементы акробатики, фаер-шоу, выступали тренеры и выступала гимнастка. Мы хотим, чтобы наша молодежь физически развивалась. То есть идея была поддержать и спорт, и искусство. Дети получили положительные эмоции и яркие впечатления от дельфинов, которые танцуют, поют, жонглируют, играют в мяч, прыгают через обручи и даже рисуют. Мне очень понравилось, как дельфины прыгали и как перепрыгивали через кольцо. И еще мне понравилась девочка-гимнастка. Больше всего мне понравилось огненное шоу и как дельфины ловили мячики. Очень понравилось. Тем более, когда они вот так вот взяли человека вот так вверх.
своими клювами. Посетители могут отправиться в это увлекательное путешествие ежедневно в 14:00, кроме понедельника, санитарного дня. В субботу и воскресенье представления начинаются в 14:00 и 19:00. Медина Мударова, Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Ростове-на-Дону прошел турнир по шахматам «Рапид Гран-при России». Он был организован представительством главы Чеченской Республики в Ростовской области при содействии правительства области и Федерации шахмат России. Церемонию открытия соревнования посетил помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. В интеллектуальном поединке состязались 160 участников из Чеченской Республики, Ростовской области и многих других регионов страны. Возраст шахматистов от 7 до 75 лет. В республике прошла региональная ярмарка вакансий. Она предоставила уникальную платформу для прямого общения между соискателями и работодателями. Участники смогли получить информацию о требованиях к вакансиям, о возможностях карьерного роста, а также прошли мини-собеседование прямо на месте. Материал с места событий подготовила Лейла Муртазова. Камила, студентка второго курса юридического факультета, пришла принять участие в ярмарке вакансий, организованной в рамках комплексной программы по профориентации и трудоустройству молодежи Чеченской Республики. Девушка оставила сразу несколько резюме. Я сразу решила посмотреть, понравится ли мне в агентстве недвижимости «Феникс». Оставила там резюме, поговорили с их директором. Также подалась в префектуру Ахматовского района. И я считаю, что студенту нужно заранее обдумывать, куда он хочет трудоустроиться в будущем. И данная ярмарка профессии очень полезна. И спасибо организаторам за такую прекрасную ярмарку. Мероприятие собрало свыше 500 соискателей, студентов, выпускников, которые стремятся найти свое место на рынке труда. Это отличная площадка для того, чтобы соискатели могли найти свою работу. И как мы с вами замечаем, у нас свыше 50 организаций представляют свои стенды, и соискатели точно так же проходят на месте мини-собеседования. Здесь представлены около 50 представителей различных компаний, организаций, муниципалитетов, в том числе и Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики. Все они готовы предложить стажировку, практику и возможность трудоустройства. Считаем, что проведение таких ярмарок очень важно. Это прекрасная площадка для потенциальных работодателей и соискателей выйти на прямой диалог, ознакомиться, в каких местах какие вакансии есть и в каком направлении человек может себя найти. Поэтому проведение таких мероприятий очень важно, прежде всего даже для самих работодателей. И сегодня какая ситуация у нас на рынке труда, хоть эта информация регулярно у нас и обновляется, и выставляется, где какие вакансии есть. Мы для себя пытаемся не упускать такую возможность, и во время проведения таких ярмарок всегда участвуем в них, выставляем, значит, какие у нас есть вакансии, как-то живо общаемся с соискателями. В общем, очень интересно. Это полезный опыт как для работодателей, мне кажется, и для соискателей тоже. В ходе мероприятия молодые люди общались с работодателями, узнали о требованиях кандидатами, могли задать вопросы о карьерных перспективах и как правильно составлять резюме. Вместо того, чтобы подавать заявки на множество вакансий в интернете и ждать ответа, соискатели могут встретиться с несколькими работодателями в одном месте и обсудить потенциальные возможности и тем самым сэкономить себе время. Организаторами ярмарки выступили ресурсный центр поддержки добровольчества Чеченской Республики «Вай-волонтер» при содействии Министерства Чеченской Республики по делам молодежи и грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи. Инициаторы данного мероприятия уверены, что это поможет молодежи быстрее адаптироваться к требованиям рынка труда и найти свое призвание. Лейла Муртазова, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.